Идешь по набережной утром, какая тишь и благодать, и ветерок трепещет грудь мне, с рассветом солнышко видать. Мы приветствуем всех наших утренних, дорогих, любимых телезрителей с набережной нашей любимой столицы, набережной имени первого олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Эта набережная протянулась вдоль берега Гагаринского округа, протяженность ее порядка 1 километра. И, конечно, это одно из самых, знаете, любимых локаций, места всех наших жителей столицы и, конечно же, гостей. Потому что здесь сделано все для удобного, активного, а самого главного, очень такого спокойного отдыха. И именно сегодня здесь мы совершим утреннюю прогулку, поговорим с нашими утренними гостями, ну а также, конечно, посмотрим наши постоянные рубрики. Просыпаемся вместе с нами, я думаю, сегодня будет очень интересно. Ну и, конечно, вот глядя на наше небо сегодня, хотелось бы узнать, какая погода ожидает нас сегодня. Температура воздуха в центральных районах на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. В Заречной группе 15-22 со знаком плюс. В южных 13-17. В Вилюйской группе 17-26, в Нижнеленских 14-21 градус тепла. В западных 16-25. В Колыман-Дигирской группе улусов 9-27, в Янских 11-20. На северо-западе 8-18 выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 1 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 24 градусов. Солнце только встает, город просыпается, а вот, например, на набережной, в парках и даже на узких улочках уже кипит жизнь. Сотни бегунов выходят на утреннюю пробежку. И, конечно же, одна из любимых локаций для утренней пробежки – это, конечно же, 202 и 203 микрорайон. Здесь обустроены зоны для прогулок, активных занятий спортом, в том числе велодорожки и тренажеры, а также площадка для проведения спортивных мероприятий. И сегодня мы обсудим правила легкого, а самое главное – безопасного бега с нашей утренней гостьей. Это Марфа Троева, мастер спорта Российской Федерации по легкой атлетике. Она уже ждет нас. Марфа, доброе утро. Ну, для тех, кто, возможно, не знает вас, хотя, конечно, многие знают вас как именитого спортсмена, расскажите немного, как вы стали увлекаться бегом и в каком году все началось? Я начала заниматься легкой атлетикой со школьного возраста, но очень хотела реализоваться в спорте, но, к сожалению, по состоянию здоровья меня отчислили из спортивной школы. И поэтому именно вот марафонский бег, длинные дистанции в мою жизнь появились после рождения дочери. И с тех пор я уже поняла, как работает наше тело, и глубже познакомилась с бегом. Марфа, ну вот мы видим сейчас очень много, новичков. Сразу видно, что это новички, потому что действительно нет экипировки спортивной, одежды, обуви. Но вот как правильно начать бег? Все-таки необходима ли специальная спортивная обувь или одежда? Так, как начать бегать? Важно понимать, что бег – это про легкую атлетику. То есть мы не только бегаем, мы еще выполняем комплекс упражнений. И важно понимать, что чтобы начать, мы выбираем беговые кроссовки. Не баскетбольные, не футбольные, не кеды, а именно беговые кроссовки, предназначенные для бега. Они хорошо амортизируют, и вот производители позаботились на самом деле о нас, чтобы мы не получали травмы и чтобы мы могли мягко к этому прийти, к движению вперед. Ну вот, допустим, посмотрим, на ваши кроссовки. Вот это правильные кроссовки для бега, да? Это, беговые кроссовки, и сейчас множество брендов, и важно выбрать именно то, что вам подходит. Эти кроссовки, действительно для начинающих будет самое то есть вот мне нравится подошва, толстая подошва, мягкая. Кто-то мог бы испугаться, наверное, зачем такая платформа, да? То есть именно, надо выбирать под себя.
То есть подстановки стоп. Вечный вопрос, как правильно выбирать место для бега, да? Вот мы даже сейчас находимся с вами на такой мягкой поверхности, да? Это вот как на стадионах. Далее у нас там асфальт и бетон, да? Люди бегают везде. Правильнее где бегать? Я рекомендую комбинировать. Бегать каждый день, каждую тренировку по асфальту нежелательно. Вот беговая дорожка резиновая, да, получается, да, хорошо подходит. Также грунтовое покрытие. Начинающим вообще лучше начать с грунтового покрытия, а потом комбинировать неделю один раз, например, асфальт добавить или 2 раза. Вот. А вообще, еще один момент. Мы видим, по-разному люди бегут. Бегут, остановились, походили, потом опять бегут, потом начинают ускоряться, потом почему-то замедляться. Вот все-таки правильно бегать как? Правильно, это регулярно, системно и постепенно. Ну, то есть постепенно, не нагружая себя 2-3 раза в неделю достаточно. И тогда будет хорошее развитие. То, что переход на шаг происходит, это нормально. То есть у каждого свой темп бега и уровень развития. Поэтому вначале я рекомендую, да, переходить на шаг. Можно, да? А нужно ли пить во время бега? Вот мы тоже часто видим такое, что бесконечно люди пьют. Это хорошо или плохо? Да, можно пить воду. Еще раз напоминаю, мы все разные, организмы у всех отличаются, метаболизм отличается, и учитывая свое здоровье, да, можно пить воду глотками. Мгм. Ну, а такой вопрос уже, наверное, беспокоящий многих девушек. Вот все думают, наверное, вот набрал чуть-чуть лишних килограммов, надо бегать. Сразу похудеешь. Вот смотрите, занятие бегом, оно более глубже дается человеку, то есть это не только про похудение, это вообще личностное развитие человека. Занятие бегом так же, как ходьба. Мы ходим, также мы на самом деле с рождения способны бегать. Но это не говорит о том, что быстрее, выше, сильнее, а вот как раз-таки про бег медленный, для удовольствия, для улучшения ментального, физического, духовного развития. Поэтому по поводу похудения это не... Ну, для кого-то это цель похудеть, но это не прямая связь с бегом. Бег, да, действительно поможет, если человек действительно решит поменять свое мышление и захочет похудеть, да. У нас есть спортсмены, которые по 20-30 килограмм сбрасывают, но это не прямая дорога к бегу, да, это к мышлению, а потом уже к бегу. Бег действительно помогает. Ну и последний вопрос, у нас совсем немного времени. Противопоказания. Есть ли люди, которым категорически нельзя бегать? Ну, беременным женщинам. И если действительно есть какие-то заболевания, но для меня бег – это лекарство. Это очень колоссальный фильтр, который, наоборот, чистит организм, и мы лечимся с помощью бега. И это все есть несколько кейсов, которые я написала в своей книге. Спасибо большое, Марфа. И еще такой вопрос. Знаете ли вы, какой сегодня праздник? Ой, нет. Не знаете? Ну, я бы сказала, это точно ваш праздник. Так, я вроде знаю, День бега знаю, но вот сегодня, вот, честно, не знаю. Ну хорошо, не буду мучить. Сегодня, 1 августа, все отмечают Международный день женственности. Женственности. Да, женственности. И как говорила киноактриса и модель Моника Беллуччи, она сказала, что женственность – это отражение вашей жизни и опыта. Вы согласны с этим? Согласна, да. Согласны. Ну что, мы на этой нотке прощаемся с вами. Ну и теперь давайте узнаем, какие еще даты и события отмечены в этот день в календаре. На календаре 1 августа. Сегодня отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, Всероссийский день инкассатора и День образования службы специальной связи России. По народному календарю Мокринин день, Мокрины. Потому, насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени, так и говорили: «Мокрина мокра и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год. «Коли на мокрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние.
Считалось, что заканчивалось лето, и для насекомых, по крайней мере, оводы на мокрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, то тоже было приметой осени. Можно было смело идти за подосиновиками. Это день в истории. 1774. Учеными впервые выделен молекулярный кислород. 1914. Россия вступила в Первую мировую войну. 1939. В Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. 1964. Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». В этот день родились 1744. Жан-Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы. 1905. Ада Войцек, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. 1923 год. Родилась Валентина Леонтьева, советская телеведущая, народная артистка СССР. 1936. Ив Сен-Лоран, французский модельер. Именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон. А уже 3 августа отмечается День железнодорожника. И если раньше наша республика не была в лидерах железнодорожного транспорта, то в последние годы все больше якутян выбирают железную дорогу, чтобы отправиться в долгожданный отпуск. Нас ожидает посадка в поезд, идущий до Владивостока. Все верно, у вас 8 место, 2 купе, верхняя полочка. Спасибо большое. Так, ну что, поезд двинулся. Такие вот красивые подстаканники, граненые стаканы нам принесли. Ну, сейчас подошло время ужинать, потому что на часах уже 7 вечера. Вот, и есть, ну, все знают, что есть вагон-ресторан, но есть также билеты, где можно включить питание. Но питание будет один раз в день, и сам пассажир может выбрать, это будет завтрак, обед или ужин. Сейчас мы находимся в городе Нерюнгри на станции, где будет происходить отцепление тепловоза. Для чего это делается и на какой тепловоз заменяется? Сейчас будет смена локомотива идет, потому что этот локомотив идет по дороге ЖДЯ. На станции Нерюнгри участок ЖДЯ заканчивается, начинается РЖД. Далее наш состав пойдет под руководством тепловоза от РЖД. И следующая перецепка уже в Белогорске, да? Щит, где мы следим за работой кипятильника, розетки. Перед посадкой, когда, чтобы пассажир зашел, был горячий кипяток, мы его растопили, вода уже горячая есть. Когда поехали, все работает электрически исправно, он работает, все горит, все замечательно. Светлана Викторовна, скажите, если, например, пассажир отстал от поезда, допустим, вышел, зазевался, часто бывают такие случаи? Бывает. Побежали в магазин, хоть мы им и говорим, стояночка коротенькая, смотрите, следите за временем, но бывает и такое. Мы начали с паровоза, который находится в Нижнем Бестяхе на железнодорожной станции, и завершаем тоже на фоне паровоза, который находится здесь, в городе Владивосток. Доброе утро, Якутия. Эфир продолжит новости. Давайте приступим. Роскомнадзор собирается ужесточить правила для сайтов. Вместо ведомства хочет принудительно включать интернет-ресурсы в реестр организаторов распространения информации. Это нужно, чтобы контролировать Рунет и не допускать, чтобы сайты перезапускались под другими компаниями. Также Роскомнадзор хочет штрафовать порталы, если они не отчитываются о своей работе в течение 10 дней после запроса. Закон о спецреестре действует с 2014 года. Он обязывает владельцев мессенджеров, соцсетей и форумов хранить данные о пользователях в России и передавать данные силовикам. За неисполнение требований штраф до 1 миллиона рублей.
В Нерюнгри активно реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Так, в квартале Р продолжается строительство жилых домов. Первые многоквартирные дома были сданы осенью прошлого года. Они стали новым домом для 126 семей. В ближайшем будущем ожидается введение в эксплуатацию еще 2 многоквартирных домов, квартиры в которых будут переданы новоселам в рамках программы переселения. В настоящее время на стройплощадке ведутся внутренние отделочные работы. Окончание строительства будет примерно 1 сентября первого дома, 1 октября второго дома. Заселять, соответственно, будем 1 октября и 1 ноября. Как раз вот к Дню города жители получат долгожданные свои квартиры. Действительно такая длительная история, непростая, переселение из ветхого аварийного жилья, но тем не менее она реализовывается. И еще не все завершено, но вот эти 2 дома, практически 100 семей будут переселены. И это такая большая, серьезная цифра, которую мы в этом году победим. Программа переселения продолжается, мы должны ее завершить в этом году. Ждем дополнительного финансирования от Республики Саха-Якутия. И часть жителей будет переселена еще во вторичное жилье. Вчера, 31 июля, был День необычных музыкальных инструментов. Этот праздник не имеет официального статуса, однако не мешает людям из разных стран мира отмечать его. Издревле считается, что музыкальные инструменты открывают ворота в мир духов и затрагивают самые глубокие струны души человека. Хамус, также известный как варган, является древним музыкальным инструментом, широко распространенным в разных культурах по всему миру. В коллекции музея хамуса народов мира собрано более 1600 хамусов из 52 стран мира. Среди музейных экспозиций можно увидеть варганы из различных материалов, включая бамбук, дерево, кость, железо, а также комбинированные наброски. Раньше на этом инструменте играли все народы. Потом начали придумать другие музыкальные инструменты, а хамус потерял свою популярность в других странах. Но народ Саха сохраняет свою культуру, традиции, передавая от поколения в поколение, сохранил этот инструмент. Поэтому по ошибку люди думают, что этот инструмент принадлежит народу Саха. Но на самом-то деле это не так. Вообще, неважно какого мы возраста, пола или национальности, это древнейший инструмент всего человечества. Голос наших предков считается. На аукционе во Франции продали носок Майкла Джексона. В нем музыкант выступал в 1997 году. Лот ушел с молотка за почти 6500 евро. Носок бежевого цвета с пайетками был найден в гримерке короля поп-музыки сразу после его выступления на стадионе в Ницце. Он хранился у одного из техников, отвечавших за оборудование на концерте. Организаторы аукциона поместили носок в рамку вместе с пропуском нашедшего его сотрудника сцены. В Соединенных Штатах родился ребенок из эмбриона, который хранился в криозаморозке 30,5 лет. Мальчик установил рекорд как самый старый ребенок по возрасту перенесенного эмбриона. Родители малыша установили эмбрион, который был создан в ходе процедуры ЭКО еще в 1994 году. Всего тогда удалось получить 4 эмбриона. Один из них был перенесен в матку женщины, 3 других криоконсервированы и оставлены на длительное хранение. С наступлением теплого сезона на улицах наших городов значительно увеличилось число велосипедистов и, конечно же, самокатчиков. Это, конечно, проблема для как пешеходов, так и для самих лихачей. И сегодня мы находимся, кстати говоря, именно на набережной не просто так, потому что именно здесь зачастую, особенно вечерами, скапливается большое количество любителей скорости. Вот интересно, кто же должен вообще пользоваться велодорожками? Как отличить велодорожку от простого тротуара, что делать в случае ДТП, ну и, конечно, как обезопасить себя. Обо всем об этом мы сегодня поговорим с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Жанной Макаровой. Жанна, доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос будет такой, наверное, актуальный, да? Как выглядит вообще велодорожка? И находимся ли мы сейчас на велодорожке? Велодорожки у нас обозначены знаками 4.1.1. Это в нашем случае тут знаков нету, значит, мы будем считать это как тротуар, да? Велодорожки у нас еще бывают со знаками пешехода и велосипеда, то есть это у нас велопешеходные дорожки.
Ну, велодорожки, что это значит, да, в общем слове, это у нас указано в пункте 1 правил дорожного движения, то есть по ним могут двигаться велосипедисты и лица, использующие для передвижения СИМ. В нашем случае это электросамокатчики. Велопешеходные дорожки, по ним могут двигаться и велосипедисты, лица, использующие средства индивидуальной мобильности, и также пешеходы. Ну, в нашем случае, что будем думать, что это для пешеходов. Для пешеходов. Мгм. Вот буквально недавно я стала свидетелем именно здесь, на этой локации, конфликта. То есть был парень на самокате и девушка. Самокат сбил ее с ног, и, в общем, они выясняли отношения, кто прав на этой зоне. Вот именно в этой зоне, да, если нету дорожных знаков, вот пешеходная дорожка, либо велосипедная дорожка, да, то в этом случае в каждое ДТП у нас рассматривается индивидуально. То есть у нас участники ДТП приглашаются в отдел госавтоинспекции, и там и рассматривается. То есть от обстоятельств инцидента выясняется, кто будет виноват, а кто не будет виноват. Ну а если мы говорим о все-таки велодорожках, которые обозначены знаками, да, не касаемо вот этой территории, да, значит, если все-таки происходит некое столкновение, да, кто прав, пешеход или самокатчик? Если на велосипедной дорожке они предназначены только для велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, да, а пешеходы не должны создавать им помехи. Это так сказано в ПДД в пункте 4.1. Пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке, да, если отсутствуют тротуары, например, ведутся дорожные работы, да, или отсутствуют вот пешеходные дорожки. Вот в этом случае они могут ходить по велосипедной дорожке, но также вот при условии, что они не должны создавать помехи. Давайте обсудим еще один такой очень важный вопрос. Почему в городе так много светофоров? Этим вопросом задаются как водители, так и сами пешеходы. И зачастую многие думают, да здесь вообще не должно было быть светофора. Ну вот зачем он здесь? Ну вот на установку светофорных объектов у нас влияют многочисленные факторы. Допустим, можно статистика аварийности, да. Например, вот возьмем перекресток Октябрьская, Поярково. Там в прошлом году поменяли фазы светофорных объектов. То есть одновременно горит и для пешеходов, потом одновременно горит для машин, да, то есть с этой или той стороны. Например, вот в прошлом году там было совершено 5 наездов на пешеходов, 4 взрослые, 4 человек, из которых 2 несовершеннолетние, 1 человек погиб. Вот такие вот статистики, например, да, влияют на установку вот таких светофорных объектов. Допустим, на перекрестке, где Петровского у нас, да, там установили в прошлом году, также в октябре месяце, светофорный объект, там тоже был совершен наезд на 2 несовершеннолетних пешеходов. Хочу ответить на самый распространенный вопрос, да, почему сотрудники госавтоинспекции, ну, все думают, что сотрудники госавтоинспекции устанавливают светофорные объекты. Ну, мы совместно с окружной администрацией совместно решаем, да, то есть не по нашей, на установку вот светофорных объектов. То есть это не сотрудники ГАИ решили и поставили, да? Да. Хорошо. Ну а какие основные правила безопасности вы хотели бы напомнить как пешеходам, так и велосипедистам, самокатчикам, да? Особенно при использовании совмещенных или обособленных велодорожек? Ну, пешеходы должны, каждый участник дорожного движения должен быть внимательным, очень, да. Когда пешеходы двигаются по тротуару, чтобы они не создавали помех для велосипедистов и средств индивидуальной мобильности, а также вот велосипедисты и вот в особенности самокатчики, они должны тоже быть внимательными. Вот специально есть пункт, да, для самокатчиков, чтобы когда они двигаются по тротуару, велосипедной дорожке, да, если очень много людей, они должны спешиться и перейти, и идти тоже в качестве пешехода, чтобы не создать там проблем, да, не причинить там человеку вред, то есть травмы. И надо быть внимательными. Вот велосипедистам при переходе дороги спешиваться. То же самое касается и электросамокатчиков, и пешеходы. Перед тем, как перейти дорогу, они должны удостовериться, что машина остановилась. И только тогда переходить дорогу.
Ну, а если, допустим, пешеход стал виновником того или иного ДТП, ну, допустим, идет в наушниках, зачастую такое бывает, да, не увидел, соответственно, вышел на велосипедную дорожку, а затем уже произошло какое-то ДТП, то есть велосипедист въехал, допустим, куда-нибудь, да, другого пешехода, да, вот здесь как распределяется ответственность? Вот, как я ранее сказала, каждое ДТП рассматривается индивидуально, но вот в этом случае, да, есть ответственность для пешеходов, для велосипедистов и для самокатчиков. Это по статье 12.29, если они нарушили правила дорожного движения, то есть если они перешли дорогу в неположенном месте, да, вот в этом случае по статье 12.29, части 2. Вот если там велосипедист, либо нет, пешеход создает помехи, которые причинят легкий вред здоровью, да, человека, то в этом случае может быть составлен административный материал по статье 12.30 КоАП РФ. Поэтому, дорогие друзья, если вы являетесь счастливым обладателем велосипеда, либо, допустим, просто решили прокатиться на самокате, в первую очередь ознакомьтесь с правилами дорожного движения, да? Ну или хотя бы пересмотрите это интервью, да? Ну а вы, дорогие наши пешеходы, тоже будьте внимательны, потому что зачастую именно пешеход является таким очень активным, уязвимым, а самое главное активным, да, таким активной частью вообще движения, как будь то на дорогах, будь то на тротуарах, и зачастую это приводит к случаям ДТП. Поэтому будьте внимательны, берегите себя, берегите окружающих, и самое главное, мы за безопасное движение на дорогах, на тротуарах. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Прогулки на свежем воздухе порой становятся источником некого вдохновения, релаксации и своего рода умиротворения. Особенно, если тебя окружают такие прекрасные виды. Вот мне, например, так и хочется то ли стих написать, то ли кисть в руку взять. Искусство – это эмоцию, которую ты выбираешь сам. Именно искусство постепенно, капля за каплей, наполняет нас особым, ни на что не похожим счастьем. Имя Семена Кирилловича Прокопьева уже не нуждается сегодня в особом представлении. Это очень известный, любимый якутянами художник. В своих произведениях он поднимает классические вопросы добра и зла, бытия и мироздания. Но хочется особо отметить, как красиво и профессионально он воплощает мифологическое и фольклорное наследие в своих произведениях. Традиции старых мастеров чувствуются в скульптуре, которая находится перед вами, «Женщина и ворон». Она, на первый взгляд, очень простая, лаконичная, но именно вот эта простота усиливает характер магического священнодействия, придает ей какое-то эпическое звучание, особое эпическое звучание. Семен Прокопьев обращается к двум главным мифологическим образом народа Саха – к женщине и ворону. Женщина – это хозяйка очага, это образ, который воплотился и в якутских божествах Анна Лахчин-Хотун и Яхсид. А ворон, по одной из старинных легенд, принес огниво и трутницу первым племенам, которые заселили центральные районы Якутии. С тех пор ворон стал священной птицей, обладающей даром предвидения, а огонь – священным, способным отогнать злых духов и обладающий очистительной силой. Также ворон считается и шаманской птицей. Его отец Улу-Тойон – это покровитель злых духов верхнего мира, и он же покровитель шаманов. Поэтому ворон выступает также и медиатором между небом и землей, между верхним, средним и нижним мирами. Когда будете в очередной раз в национальном
художественном музее. Не проходите мимо этой удивительной скульптуры Семена Прокопьева. Остановитесь возле нее и рассмотрите еще раз внимательнее. Она погрузит вас в очень сильное, эмоциональное, энергетически эмоциональное поле и еще раз расскажет вам свои красивые легенды. Мы продолжаем наш утренний эфир и напоминаем, что на календаре сегодня 1 августа. И этот месяц – это, конечно же, время, когда мы можем запастись полезными витаминами и укрепить свой иммунитет, выбирая свежие и спелые фрукты и овощи. Для нас, для жителей Якутии, это долгожданное время сезонных фруктов и овощей, самого богатого на урожай месяца года. Сливки, персики, нектарины, груши, яблоки, арбузы и дыни – все это есть уже на прилавках нашего рынка. Но вот цены порой нас, конечно, удивляют. А вот как обстоят дела на рынке Владивостока, узнаем из материала наших коллег. Привет, Дальний Восток! На связи столица округа. Летний сезон в самом разгаре, и прилавки рынков Приморья пестрят свежими овощами и фруктами. На первый взгляд все выглядит аппетитно и натурально. Но что мы покупаем за свои деньги? Витамины или избыточную дозу нитратов? Мы отправились на рынок Владивостока, чтобы научиться отличать натуральные продукты от тех, что выращены при помощи химии. Инструкция для жителей и гостей региона. Сейчас сезон чего? Вот что хочется? Ягоды. Какой? Клубника, черешня, вот в основном персики. Какой главный критерий? Как выбираете клубнику? Чтобы вкусная была, не кислая. Вот сколько попробовали, все кислое. Владивостокские рынки утопают в цвете и запахе. Цены на ягоды, говорят, кусаются. За килограмм клубники просят от 550 до 800 рублей. Черешня от 700 рублей и выше. Ну, я смотрю, подорожала черешня буквально в начале недели. Ну, дня 3 назад, 4 я была, дешевле стоила. Сколько? Ну, по-моему, 600 или 650 я брала. Сейчас, наверное, кусаются все цены. Ну, вот сейчас я видела комментарии от бабушки, что картошка по 120 – это не норм. Почему в этом году цена выше, чем в прошлом? Ну, вот видите ли, вот из-за этого дожди, бесконечные дожди, вот клубничка сократилась. Ее возят, она уже мокрая. Из-за этого она заканчивается, и из-за этого цена на нее не падает. Вот 550 самый минимум, 650, 750. Продавцы объясняют, цены берут не с потолка. Из-за дождей урожай подвел, а завозная ягода с наценкой за логистику. Но покупателей волнует не только цена, но и вопрос, насколько безопасны эти фрукты. На рынках часто используют портативные анализаторы. Ну, проверьте на азербайджанскую. Давайте, азербайджанская. Да, азербайджанская черешня. Говорят, вкусная азербайджанская черешня. Так, проверяем. 50 миллиграмм на 1 килограмм считается нормой. Проверку пройдено, нитратов нет. Экспресс-анализатор не дает точный показатель, но тем не менее с сезонными овощами и фруктами он показывает норму. А что касается привезенных из-за рубежа арбузов и дынь, то там показатель в разы выше. Когда они привезли, они не очень спели было. А уже на дорогу они же гниют, поэтому нормально это удобрение добавляют. Эксперты признают, подобные нитратометры не дают точного ответа, и результаты исследований не принимаются во внимание, поскольку это не аккредитованные способы измерения нитратов в продукции. Настоящую картину покажет только лаборатория. Но эксперты уверяют, можно быть спокойными, ведь прилавки заполняют продукты, прошедшие проверку. Россельхознадзор проверяет фрукты и овощи на стадии ввоза в страну. Это карантинный контроль. Здесь смотрят, нет ли в продукции опасных вредителей, грибков, вирусов. Управлением Россельхознадзора осуществляется государственный карантинный фитосанитарный надзор. В этом году на сегодняшний день проверено более 260 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции. Из них более 102 тысяч тонн – это овощи, более 72 тысяч тонн – это фрукты и около 50 тысяч тонн картофеля. А Роспотребнадзор вступает в дело уже в торговых точках. Проверяет, безопасно ли то, что покупают потребители. Это нитраты, пестициды, санитарные условия и упаковка. Необходимо отметить, что за последние 3 года управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю бахчевые культуры, не соответствующие обязательным требованиям по содержанию нитратов, на потребительском рынке не выявлялось, не обнаруживалось. А дома Роспотребнадзор советует замачивать овощи и фрукты в холодной воде минимум на 30 минут. Это помогает снизить содержание нитратов. Но на прилавке фрукты и овощи попадают только после качественной проверки. А те, кто все еще сомневаются, могут сдать свой продукт в Центр гигиены и эпидемиологии.
Ну а пока за окном стоят еще солнечные летние деньки, наш организм нуждается в легких, низкокалорийных, но при этом очень сытных блюдах. И сегодня героем нашей постоянной кулинарной рубрики станет арбуз, но не в обычном сочетании с сыром. Несмотря на то, что арбузная пора достигает, конечно же, примерно, наверное, конец августа, начало сентября, но первые ягоды из Дагестана и Астрахани уже есть на рынках. Давайте готовить вместе. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Тартуга». И сегодня мы приготовим с вами вкусное, свежее летнее блюдо – салат из арбуза с сыром. Возможно, для кого-то это сочетание покажется странным, но, уверяю вас, это вкусно, не бойтесь экспериментировать. Соленое со сладким – это будет очень вкусно. Нарезаем арбуз достаточно крупными кубиками, обрезаем зеленую кожуру. И по возможности максимально убираем из арбуза семена. Для салата с арбузом нам понадобится рассольный сыр фета, но можно взять любой рассольный сыр. Главное, чтобы он был достаточно соленый. Для салата мне понадобится свежая зелень. Сегодня у меня это микс, но вы можете брать любой лист салата, руккола, айсберг, любой, который подвернется под руку. Добавляем салат. Сыр нарезаем также кубиками. Сыр даст сливочный соленый вкус. Добавляем крупно порезанный арбуз. Сбрызгиваю соком лимона обильно, чтобы отбалансировать вкус сладкий арбуза. Соль. Можно слегка приперчить. Также я полью винным белым уксусом. Можно не добавлять, либо налить побольше сока лимона. И заправляю оливковым маслом. Вот такой простой, легкий, вкусный салат с арбузом у нас получился. Экспериментируйте, не бойтесь. Всем приятного аппетита! Продолжу рассказывать об актуальных событиях этого утра. Российские дилеры предупредили о сокращении числа автосалонов. Их будет еще меньше из-за падения продаж и роста расходов. По данным Автостата, с апреля число автосалонов уменьшилось на 137 до 3000. Также сократилось количество дилерских контрактов. Некоторые компании уже закрыли салоны или отказались от нерентабельных брендов. Эксперты отрасли настроены пессимистично. Они прогнозируют закрытие 15% дилерских центров в этом году. В мессенджерах Ленского района появилась информация о том, что большегрузы разрушают дорогу, ведущую через дачные участки, ремонт которой закончился в прошлом году. Сразу после получения данных о нарушении представители администрации района совместно с сотрудниками ГИБДД выехали на место для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. На данной дороге действует ограничение по массе 20 тонн. В настоящее время устанавливается объем нарушений и их участники. Было получено телефонное сообщение о том, что большегрузные транспортные средства перевозят грунт, порогу за дачи. В нарушение дорожного знака водителя будут привлечены
административной ответственности по статье 12.16, части 6, то есть управляют транспортным средством в нарушение правил. Санкции будут наложены на водителей в размере 5000 рублей. Также за данное административное правонарушение повторно будут уже привлечены по части 8 статьи 12.16. Размер будет штрафа в размере 10 000 рублей. Миноборнауки хочет по-новому распределять бюджетные места в вузах и колледжах. По задумке ведомства квоты будут рассчитываться с учетом того, какие специалисты нужны российской экономике. Раньше количество мест определял Минтруд по запросам регионов и крупных работодателей. В мае президент подписал закон, который дает право правительству устанавливать количество платных мест в вузах России. В Миноборнауке также предлагали контролировать цены на обучение. По данным ведомства, в этом году высшее образование в России подорожало на 12%. Якутск готовится к всероссийскому ультрамарафону. Старт уже через месяц. Кроме главного старта, в программе чемпионата запланированы массовые забеги для любителей. В рамках марафона Олонху участники смогут выбрать дистанции от 4 до 42 километров. Также состоится чемпионат республики по бегу на 100 километров. Каждому участнику будет выдан стартовый пакет с базовой экипировкой бегуна. В этом году введен новый формат забег на 4 километра в якутских национальных нарядах, созданный специально для тех, кто хочет не просто пройти дистанцию, но и почувствовать дух предков. Забеги чем отличаются от каких-то крупных профессиональных видов спорта? Здесь медаль получает любой. То есть здесь не важно, какое место ты занял, на какое время ты пробежал. Это твоя личная победа, твое личное достижение. Таким образом, массовость спорта и оздоровления растет в геометрической прогрессии. И сейчас мы все наблюдаем такую тенденцию, что спорт становится уже нормой жизни. Действительно, спортом заниматься модно. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире. Ну а сейчас мы добрались до площади Победы, где вечером жители города смогут пройти бесплатный медосмотр. Подобные акции становятся настоящим спасением для тех людей, у которых совсем не хватает времени для посещения поликлиники. О том, как проходит эта акция, кто может принять участие, ну и самое главное, что для этого необходимо, мы узнаем у заведующей отделения медицинской профилактики, врача-терапевта медицинского центра города Якутска Анисии Ефимовой. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим подробнее о том, что нужно для того, чтобы пройти подобную акцию, посетить такую акцию. Ну, эта акция проводится во всех общественных площадях города Якутска. Проводится именно диспансеризация и профилактический медосмотр. Проводится она совершенно бесплатно. С собой нужно иметь документы, паспорт, СНИЛС, полис. Если даже документов нет, то можно показать по госуслуге номера документов и пройти профилактические мероприятия. Есть ли какие-то возрастные ограничения для участников акции? Возрастных ограничений нету. Именно вот старше 18 лет, да, мы проводим взрослым. Проводится ежегодно. Ограничений нету. Ну а какие основные обследования можно пройти здесь, вот как бы странно ни звучало, на площади Победы? Здесь можно пройти кардиограмму, спирографию, анализы крови, да? Можно пройти на сахар, холестерин, измерить артериальное давление, измерить внутриглазное давление, пройти индивидуальное профилактическое углубленное консультирование, осмотр. Именно мужчины могут сдать онкомаркеры, ПСА, да? На гепатиты С могут сдать у нас. А сколько по времени займет вот весь такой комплексный медосмотр? Ну, наверное, сейчас многие подумают, да придем, там будет очереди, да, не успеем. Ну, достаточно быстро проходит этот осмотр. Да. Было бы желание, главное. Да, конечно, ага. Хорошо. Ну вот мы сейчас видим мобильный такой, да, ваш транспорт. Он полностью оборудованный для проведения медицинских осмотров. Это мобильный комплекс, получается, да, и оборудовано вот полностью кардиограмму, все оборудования и имеются. Ну, а такой вопрос, нужно ли записываться где-то заранее или можно прям прийти и в порядке живой очереди попасть на медосмотр? Не, записываться не надо, в порядке живой очереди. Выбрать удобное место
на площади, да, подойти рядом с местом проживания. А на каких площадях ведется у нас запись? У нас проводится на Комсомольской площади, на вот площади Победы. Еще у нас проводится в аэропорту на площадке торгового центра «Оригинал», район птицефабрики, площадка магазина «Симур», еще на площадке торгового центра «Прометей», по Лермонтова 98. Ну, ага, вот локации. Основные локации. Да. Обратите внимание, мимо пробегали женщины преклонного возраста, увидели доктора, увидели мобильный пункт и уже захотели пройти медосмотр, да? Но необходимо отметить, что мы работаем в вечернее время. Да, проводится акция «Добрый вечер, доктор» с понедельника по субботу в вечернее время, что очень удобно для работающих граждан, которые в дневное время не могут посетить поликлинику, да? Еще у нас параллельно с этой акцией «Добрый вечер, доктор» проводится в городском парке отдыха и культуры «Здравосмотр». Это очень хорошая акция тоже, да? Она проводится с понедельника по пятницу с 2 до 8 часов. Проводятся тоже все профилактические мероприятия, диспансеризация, профосмотр, да. Еще там проводятся еще эти акции, проводит Центр здоровья, кожвендиспансер. Например, в понедельник можно пройти бесплатно консультацию кардиолога, еще можно пройти консультацию врача-терапевта по питанию. По вторникам можно сдать анализы на инфекционные заболевания, СПИД, вот ВИЧ, гепатиты Б, С, туберкулез, сифилис. По средам можно сдать анализы на онкомаркеры. По четвергам у нас еще проводятся очень хорошие мастер-классы по профилактике заболеваний суставов, легких, консультацию инструктора, физинструктора, да, по лечебной физкультуре. А также у нас по пятницам еще есть консультация дерматолога, где проводят КВД. Можно показать свои родинки, кожу, да, на современном аппарате дерматоскоп. Возвращаясь все-таки вот к акции, да, вечерних медосмотров, насколько важны подобные мероприятия и есть ли возможность с помощью, ну, вот такого вроде бы экспресс-метода, да, выявить серьезные заболевания? Да, конечно, ага. Эти акции очень эффективные для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Чем раньше выявим заболевание, тем эффективнее будет лечение, да, для профилактики хронических неинфекционных заболеваний, получается, и выявления факторов риска их развития. Ну а вообще, насколько часто нужно проходить такие проверки базовые, да, раз в год, раз в полгода, да? И если же все-таки ты себя хорошо чувствуешь, нужны ли они? Все равно ежегодно профилактически надо пройти все эти мероприятия. Один раз в год, старше 18 лет. Поэтому, дорогие телезрители, пожалуйста, не пренебрегайте. Все делается для вас, для вашего здоровья. Просто найдите время, вечернее, да, время. Это несложно, я думаю. Придите, посетите вот такой мобильный пункт, сдайте все основные анализы, ну а потом уже по результатам пообщайтесь со своим терапевтом. Если здоровы, то замечательно. Если есть какие-то заболевания, то самое время заняться своим здоровьем. Когда, если не летом. Спасибо большое за такую полезную информацию. Давайте еще раз подытожим, да, со скольки до скольки? Акция «Добрый вечер, доктор» проводится на общественных площадках и площадях города Якутска с понедельника по субботу с 17 часов до 21 вечера. Еще акция «Здравосмотр» у нас проводится в парке, в городском парке с 2 до 8 вечера. Всю информацию можно найти в телеграме нашего Минздрава. Ну что, дорогие друзья, будьте здоровы. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир и напоминаем, что мы работаем всегда в прямом эфире. А это значит, что у нас есть уникальная возможность увидеть все с 7 до 8 утра на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Но помимо этого вы можете пересмотреть наши сюжеты, наши материалы на нашем активном телеграм-канале. Если вы еще не подписаны на него, вы можете сделать это прямо сейчас. QR-код вы видите на нашем экране прямо сейчас.
сканируем, подписываемся, вступаем в нашу большую утреннюю семью. Мы всегда любим экспериментировать, и наш утренний эфир сегодня яркий тому пример. Поэтому присоединяемся к нам, встречаем каждое утро в 7:00 вместе с нами. Но и мы не прощаемся. И по традиции завершаем наш пятничный эфир мы позитивной музыкальной паузой. Увидимся в понедельник. До новых встреч. Всего доброго. Люблю я очень лето, люблю, когда тепло. С родителями в отпуск отправлюсь я легко. Оставлю все заботы и срочные дела. Мне тоже нужен отдых, ведь молодость одна. Эй, лето, лето, розового цвета, как сладкую конфету люблю тебя я, лето. Лето, лето, сяду на диету, маникюр, массаж, а потом на пляж. Люблю я очень лето, люблю, когда тепло. Люблю, когда цветочки и дышится легко. Под солнышком